о внутренних и внешних событиях 2023 года, которые произошли вокруг и внутри Абхазии, о том, как международная обстановка в мире влияет на ситуацию в нашей республике. О прогнозах на 2024 год побеседуем с политологом Николаем Трапш. Сейчас он с нами на телефонной связи. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Николай, 2023 год. С вашей точки зрения, насколько этот год был полным, насколько он был насыщенным, удачным в политическом отношении, если говорить о внутренней политике, если говорить о внешней политике, что бы вы могли отметить? На самом деле, абхазская внутренняя политика испытывает острый дефицит стабильности. И мне кажется, что 2023 год отчасти этот дефицит восполнил. Да, были обсуждения по самым разным острым вопросам, но при этом градус кипения никогда не переходил каких-то критических отметок. И мне кажется, что все граждане Абхазии, в том числе и политический класс, они именно в этом и нуждались. И в этом смысле 2023 год стал действительно удачным. Во-вторых, мне кажется, что в 2023 году мы увидели, по крайней мере, возможности для того, чтобы посмотреть на наши ресурсы, как мы можем работать в условиях ограниченности внешней экономической поддержки. И здесь, мне кажется, и частный бизнес абхазский, и государственные учреждения нашли некоторые дополнительные ресурсы. Нельзя говорить, что мы совершили какой-то там сумасшедший рывок, но стабильная, эффективная работа стала просматриваться гораздо четче. И это очень важно с точки зрения наших перспектив и на 2024 год, и вообще в принципе. Еще один очень важный момент. В обществе наконец-то стала складываться платформа, в которой, да, есть отдельные радикальные выступления там и сторонников власти, и сторонников разных оппозиций, формирующихся по каким-то вопросам, но культура диалога тоже набирает вес и становится значимым фактором. Тоже это большой бонус в наше перспективное развитие. Важно сейчас то, что мы всерьез начали работать и развивать те возможности, которые у нас есть, не оглядываясь на то, что кто-то поможет. Это сейчас очень важно сохранить, потому что есть пока ситуация, в которой многие российские граждане вынуждены ориентироваться на близлежащие, доступные, рекреационные возможности. Нам есть что предложить, но нам нужно обязательно развиваться, потому что, глядя на то, как соответствующие отрасли развиваются в Российской Федерации, если мы будем стоять на месте, то не будем конкурентоспособны. Важно то, что абхазское общество и абхазские власти эту ситуацию, на мой взгляд, осознают, и поэтому предпринимаются соответствующие усилия, и мне кажется, что здесь есть благоприятная перспектива. Я хочу напомнить, что в 2023 году в нашей стране торжественно отметили 30-летие победы в Отечественной войне народа Абхазии. Это знаковое событие. Как бы вы все-таки оценили этот промежуток, эти достижения и, возможно, этот 2023 год как высшую точку, скажем так, независимости по времени, по периоду нашей республики? Мне кажется, что главное достижение в том, что несмотря на все катаклизмы, на экономическую блокаду, несмотря на политические трудности внутри самой Абхазии, несмотря на дискуссию о формах и характере взаимоотношений с Российской Федерацией, мы на сегодняшний день сохранили свою независимость, за которую тысячи наших людей отдали свои жизни, и, соответственно, это наш долг перед их памятью. И празднуя 30-летие нашей победы, мы можем с открытым лицом смотреть в прошлое и держать ответ за то, что главное сохранена независимость. Есть над чем работать, но это само собой понятно, но важно и то, что у нас мемориализация этого события,
она не показная. И, слава богу, в показную пока не превратилась. Очень важно, что даже те поколения, которые не видели войны, не знают войны, они все равно очень остро ощущают свою сопричастность с этими событиями. И это заслуга и нашей школы. Мы можем ее много критиковать за разные недостатки, но в этом смысле и школа, и абхазская семья формируют именно правильные представления об этом важнейшем переломном явлении в истории Абхазии. И, безусловно, это заслуга и общества в целом, поскольку и интеллектуалы, и политики, и представители бизнеса, и вообще все едины в своей оценке, и эта оценка не поменялась. Что происходит, когда эта оценка меняется? Мы видим на примере Армении и одного из главных событий 23 года прекращение существования Нагорного Карабаха как самостоятельной политической единицы. То есть здесь мы, с одной стороны, помним о прошлом, с другой стороны, эта историческая память укрепляет наши позиции в настоящем и будущем. Ну, если говорить о том, что действительно в течение 30 лет республика независимо развивается, тем не менее какие-то проблемы, говорить о независимости без учета экономических каких-то особенностей не приходится, как понятно, да? Я имею в виду энергетическую безопасность. Это очень важный аспект независимости государства. Что вы можете сказать об этой проблеме в нашей стране? Как вы видите, она развивалась или решалась в этом году? Как вы оцениваете то, что у нас есть, какой потенциал решения этой проблемы? Здесь очевидно, что вопрос действительно серьезный, вы правильно сделали на нем акцент. Он состоит из двух частей. Энергетика у нас, так сказать, транспарентна, поэтому первый момент, который связан с тем, что у нас нет своих, есть, но пока общественный консенсус в том, что мы их не разрабатываем, источники углеводородного сырья, прежде всего нефть, поэтому мы критически зависим от ситуации с этим вопросом и в Российской Федерации, и отчасти даже в Турецкой Республике. И здесь понятно, что мы зависимы от мировой конъюнктуры, но тут нужно внедрять эффективные технологии, которые будут позволять оперативно реагировать на те изменения, которые происходят в ценовой политике, в объеме поставок продукта. То есть здесь мы не статисты, мы динамично должны участвовать в процессе. Во многих случаях у нас это получается, просто здесь должна быть совместная работа и тех, кто находится у власти, и представителей бизнеса, для того, чтобы критическая ситуация не возникала. Сложнее ситуация, она у нас всегда сложная. В том, что касается электроэнергетики, она распадается на 3 блока, на мой взгляд. Первое, нам нужно системное урегулирование вопроса с ИНГУ-РГС и, соответственно, всего комплекса отношений собственности, распределения и после этого второй шаг, нужна инвестиционная поддержка. Возможно, и в нынешних условиях в этом никакого криминала абсолютно нет, тут есть общий интерес. Возможно, даже совместные инвестиционные усилия со стороны России и Грузии по модернизации всей инфраструктуры, которая связана с ИНГУ-РГС. Потому что если мы дальше будем затягивать вопрос с модернизацией, то нас настигнут проблемы гораздо большего порядка, связанные с полной остановкой этого энергетического объекта. Это один момент. Второй момент. Нам нужен эффективный, еще более эффективный энергетический менеджмент, причем не только в плане взимания средств за потребленную электроэнергию, но и в плане управления энергетическими потоками. Для этого нам нужны специалисты. В России есть возможности таких специалистов готовить. Нам нужно грамотно работать в этом смысле, в том числе и с лимитами, и в том числе напрямую с российскими образовательными учреждениями. Рамочные договоры, дополнительные соглашения, эти возможности нам предоставляют. Третий момент. Нам нужно всерьез задумываться о расширении энергетической инфраструктуры. Понятно, что у нас нет свободных инвестиционных средств, но здесь можно и нужно
тоже работать над привлечением внешних инвестиций. Вот, скажем, в Кабардино-Балкарии, еще в ряде северокавказских субъектов Российской Федерации сейчас большой интерес к восстановлению гидроэлектростанций на малых реках, начиная от научного и заканчивая практическим восстановлением. У нас тоже есть реки, по нашим меркам они немалые, которые можно соответствующую энергетическую инфраструктуру создать. И мне кажется, что над этим тоже нужно работать. Это один из аспектов обеспечения нашей независимости. Если в каждом из этих направлений своевременно делать шаги для решения тех проблем, которые есть, то мы получим диверсификацию энергетической системы и в конечном счете, что важно для всех, мы получим доступный в ценовом плане продукт, который будет не переключаться, не отключаться, не оплачиваться по списанным счетчикам, а который будет нормально, цивилизованно функционировать, но при этом будет доступен большинству населения. Понятно, это будет не завтра, но если шаги не предпринимать сегодня, то завтра эти шаги могут уже и не понадобиться. А что касается других вопросов внутренней повестки, возможно, касающихся и экономических сфер, что бы вы могли еще оценить, какие вещи, на ваш взгляд, стоят внимания? Для нас в данном случае критически важны два аспекта. Мы должны максимально использовать те ресурсы, которые находятся у нас в распоряжении. Наш ресурс номер один – это наши рекреационные возможности. Здесь важно, чтобы частная инициатива, которая есть, несомненно, она работала в рамках единой цели. То есть не по принципу, так сказать, каждый сам за себя, а государство в роли ночного сторожа, как в классическом рынке. Здесь нужна понятная, прозрачная государственная концепция. Когда государство привлекает инвестиции, когда государство создает условия, когда государство делает развитие рекреационной сферы краеугольным камнем своей политики. А так посмотрим на заседание абхазского правительства. Отчитывается соответствующее ведомство о том, что сборы туристические такие-то, доходы налоговые от туристического бизнеса такие-то, все очень довольны, счастливы и говорят, это составляет значительную часть абхазского бюджета. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что этого мало, этого недостаточно. Для того, чтобы эффективно конкурировать, эффективно работать, нужно размышлять о том, чтобы не просто человеку понравилось это место, он построил там гостиницу, а чтобы создавались целые кластеры, то есть чтобы это было сопряжено с транспортной инфраструктурой, чтобы это было сопряжено с инфраструктурой торговли, чтобы это было сопряжено с инфраструктурой сервисных услуг вне морского побережья, то есть с экскурсионными программами, потому что сейчас, допустим, мы имеем накатанную линейку туристических маршрутов, но я могу судить по общению с многими россиянами, которые посещают Абхазию. Они уже там по 2-3 раза были, им это уже не будет интересно. А допустим, Восточная Абхазия у нас крайне мало такими мощными, масштабными маршрутами охвачена. Там есть эти маршруты, но вопрос в том, что они должны постепенно набирать такие же обороты, как допустим, Новый Афон, озеро Рица, связанные с тем, что уже давно на рынке представлено. И для этого нужна, конечно, государственная поддержка. В том числе, допустим, и в вопросе с дорогами, и в вопросе со страхованием транспортных средств. И много есть вопросов, которые должны осознаваться теми, кто реально занимается логистическими, транспортными, финансовыми вопросами в рамках правительства. То есть, если правительство будет по-прежнему выступать в роли наблюдателя и потребителя, то мы не будем иметь здесь того эффекта, который можем иметь. Более того, нынешний эффект мы будем тоже постепенно утрачивать как конкурентное преимущество. Второй момент, который важнейший, тоже наш ресурс, это ресурс сельского хозяйства. И здесь нужно, у нас говорят не получилось у нас создать единую компанию. К этому вопросу нужно возвращаться, не обязательно создавать единую компанию. Но государство должно для себя решить,
Есть у нас приоритетные отрасли в сельском хозяйстве, которые мы будем развивать. И самое главное, которые мы будем максимально поддерживать в конкурентной борьбе на внешнем рынке. При том, что само название абхазские мандарины, оно автоматически не является конкурентным преимуществом. Вот для этого достаточно пройти там на ростовский или московский рынок, чтобы это понять. Более того, мы имеем там миллион вариантов, когда некоторые отнюдь не самые качественные продукты позиционируются как абхазские мандарины, и, естественно, это наносит ущерб бренду. Мы должны для себя решить, а нужен нам чай или не нужен, способны мы в этом плане быть конкурентоспособными. Нам говорят, что да вот на российских фабриках там 25 сортов чая фасуются из одного мешка. Но нам нужно в этот мешок попасть. А для того, чтобы в этот мешок попасть, нужно тоже активное взаимодействие и бизнес-структур, и властных структур. Тогда только будет в этом смысле какой-то результат. Нам нужно решить не только с мандаринами, но и с остальными фруктами. Нам нужно решить с производством наших вин. Потому что, да, заходишь в любой российский супермаркет, колоссальная линейка абхазских вин. Но возникает большой вопрос, все ли они абхазские или только где-то в соседнем поселке этикетки наклеили. И, соответственно, это тоже вопрос контроля качества, это вопрос жизнеспособности бренда. И этим вопросом нельзя заниматься каждому по отдельности. То есть все малые государства, а мы малое государство, не будем здесь ничего придумывать, они озадачены поддержанием тех брендов, которые являются их визитной карточкой. Государство озадачено, не частный производитель. И вот здесь по-настоящему должно быть хорошее частно-государственное партнерство. В России эта фраза заезженная, но это очень хорошее явление, правильное, которое нам позволит не только оставаться на плаву, но и развиваться. С учетом всего сказанного, как вы оцениваете, как в 2023 году работало наше правительство? Как расставлялись приоритеты, насколько эффективны были результаты этой работы? Ключевой критерий эффективности – это отсутствие масштабных кризисов. Мы масштабных кризисов, не политических я имею в виду, а кризисов, связанных с неэффективной работой государственных институтов, не наблюдали. Может быть, у меня там за, такой отдаленностью от процессов несколько сот километров взгляд немножко искривленный, но мне кажется, что каких-то значимых проколов не было. То есть бюджетные деньги собирались вовремя, зарплаты платились вовремя, где-то даже находили ресурсы на повышение этих зарплат. Безусловно, совершенствовалось законодательство. Мне кажется, что в плане текущей законотворческой работы по важным моментам, которые связаны не только с собственностью, о которой у нас вечно говорят, но и с регулированием, акцизов, с стимулированием отдельных отраслей производства, с регулированием отношений между отдельными юридическими лицами. Мы выходим на те параметры, когда Народное собрание не есть инструмент прямой демократии, а есть рабочий инструмент по совершенствованию правил нашей жизнедеятельности. Здесь в этом смысле 2023 год можно занести себе в актив. На мой взгляд, достаточно хорошая сейчас, не люблю слово коллаборация, но здесь оно подходит, между различными ветвями власти, и таких острых конфликтов, как мы нередко наблюдали, между судебной и исполнительной властью, между законодательной и исполнительной властью, в 2023 году до такой критической точки не было. Понятно, что ничего не бывает без шероховатостей, но если отмечать что-то, то я бы отметил работу финансового блока правительства, потому что в условиях, когда ресурсы ограничены, когда фактически каждая денежная единица на счету, удалось достаточно эффективно этими ограниченными ресурсами распоряжаться. Это гораздо сложнее, чем распоряжаться большими значительными средствами. То есть в этих условиях, конечно, профессиональная работа выходит на первый план, и здесь она, безусловно, есть. Это не значит, что нет вопросов, в которых нужно работать дальше. Это и вопросы дорожного строительства, и вопросы социального
обеспечения, особенно в отдаленных районах. Но, по крайней мере, в целом, работа стабильная и мало политизированная. Это тоже для властных структур хороший показатель, на мой взгляд. А если говорить о том, какой был в Абхазии год 2023 с точки зрения политической жизни внутри страны, что бы вы отметили? Какое было взаимодействие между оппозицией и властью? Здесь отметить можно один очень хороший, позитивный факт. Количество людей, которые имеют радикальное мышление, у нас системно сокращается. И со стороны власти, и со стороны оппозиции. Это принципиально важный вопрос для поддержания социального мира и стабильности. Момент второй. Ключевая повестка, она по большому счету у нас остается одна. Если брать содержательную сторону повестки, а не стремление одних людей сменить других во властных структурах. Содержательная повестка – это как дальше развиваться Абхазии. Как государству независимому или как государству, которое постепенно дрейфует включение в российское пространство полноценном. Наш минус и наша проблема в том, что у нас эту идею одну с другой меняют лица по мере того, как они переходят из власти в оппозицию. То есть, как только люди оказываются во власти, они говорят, мы расширяем сотрудничество с Российской Федерацией. Тут же оппозиция подхватывает лозунг, говорит, вы хотите уничтожить нашу независимость, а мы отстаиваем независимость. В итоге этот вопрос переходит на частные проблемы, которые зачастую становятся заложниками этого политического дискурса. Прежде всего и самая большая проблема – это проблема инвестиций. Инвестиции в рекреационную сферу, инвестиции в сельское хозяйство невозможны без гарантии инвесторам. Это азбука, которую не надо никому объяснять. Для того, чтобы были гарантии инвесторам, нужно перестраивать систему отношений собственности. Если мы будем продолжать находиться в плену того представления, что, сохраняя право собственности только за гражданами Республики Абхазия, мы тем самым сохраняем свою независимость, то это, мягко скажем, очень одностороннее и очень узкое представление о возможных перспективах. Когда нам говорят, что сейчас пойдут недобросовестные российские коммерсанты, или паче того, под их флагом пойдут грузинские структуры, которые скупят всю Абхазию, я много раз этот тезис повторял и готов повторить его снова. В современных условиях, когда обращение персональных данных достаточно легко организовать, для этого у нас существуют соответствующие структуры. Для этого можно прописывать разного рода законодательные гарантии. Для этого нужно устанавливать и совершенствовать контрольные функции. А когда мы в течение длительного времени ведем дискуссию, которая получает огромный общественный резонанс, в общем-то, о пустопорожнем законе об апартаментах, это не решение проблемы. То есть нужна программа, в которой мы должны четко себе представить, как мы будем стимулировать привлечение инвестиций, как мы будем гарантировать эти инвестиции, будем ли мы допускать других собственников, на каких условиях, как мы будем это контролировать. Если перейти к международной повестке, каковы вызовы, которые стоят перед Абхазией с учетом того, что происходит сейчас в мире, с учетом того, что Россия ведет специальную военную операцию на Украине, какие угрозы и основные моменты, на которые стоит обращать внимание? И что было с этой точки зрения в 2023 году? Здесь совершенно четко можно три вектора кратко озвучить. Вектор первый. В условиях проведения специальной военной операции Абхазия заняла единственно правильную позицию с точки зрения поддержки своего стратегического партнера. То есть мы в данном случае отказались от многовекторности полностью, которая все-таки сидела в сознании у многих представителей нашего общества, что греха таить, и мы однозначно сделали свой выбор. Это в любом случае должно принести определенные дивиденды в двусторонних отношениях. Более того, многие представители Абхазии непосредственно участвуют в специальной военной операции, и это тоже, очевидно, по достоинству
достоинству оценено и российской властью, и российским обществом. Вопрос второй, что специальная военная операция показала, что мир движется к еще большей турбулентности. Мы это видим и на примере конфликта палестино-израильского, и на примере конфликта в Красном море, и нестабильной ситуации вокруг Тайваня. Можно много чего перечислять. И здесь очень важно не надеяться исключительно на кого-то. Вот пример сопредельной Украины совершенно понятен. Вот как только помощь Запада начинает иссякать, так начинаются проблемы. Да, у нас прекрасные партнерские отношения с Российской Федерацией. Но если мы хотим сохраняться как независимое государство, мы должны укреплять свою обороноспособность. Это не значит, что всем срочно перейти на хлеб, воду и пытаться закупить там десяток другой там дорогостоящих дронов или чего-то еще. Но это значит, что мы должны системно над этим работать. То есть абхазская армия должна быть готова к тому, чтобы защищать свою независимость. Как бы это тяжело не было осознавать. А третий момент очень важный. Отказ от многовекторности в пользу поддержки России не означает отказа от широты направлений во внешнеполитической деятельности. И работа, которая велась и с Сирийской Арабской Республикой, и с нашими диаспорными сообществами, и с той же Венесуэлой, она должна продолжаться. Нам нужно избавиться, безусловно, от иллюзий, что сам по себе факт признания России тут же побегут нас признавать представители разных государств. То есть иллюзия быстрого признания международного, она должна быть оставлена. Но многие государства, которые не готовы нас признавать на уровне публично-политических процессов или правовых процессов, они готовы работать экономически, и вот этот ресурс нужно обязательно использовать. Актуальный насущный пример – это развитие сотрудничества с Белоруссией. Не готов на сегодняшний день Александр Григорьевич Лукашенко нас признавать по многим причинам. Но взаимодействовать можно и нужно. И здесь таковые ресурсы есть. И еще один момент тоже очень важный. Мы можем сколько угодно констатировать, и это будет абсолютно правильным, что наш конфликт с Грузией не урегулирован. Но здесь мы можем также констатировать, что позиции сторон на сегодняшний день несовместимы. Но нам нужно продолжать движение к урегулированию этого конфликта. Это не значит, что это случится через год, через 2 или даже через 10 лет. Но если мы не будем соответствующую работу шаг за шагом вести сейчас, то, соответственно, просто будет критическая масса накапливаться. Урегулировать не значит войти в состав Грузии, отказаться от независимости. Это значит, что ключевая точка, мы должны получить гарантии безопасности. И это не быстрый процесс, но над этим тоже нужно работать совместно с Российской Федерацией и учитывая ту внутриполитическую, внешнеполитическую динамику, которая имеется у Грузии. И мне кажется, что вот здесь на сегодня абхазские власти действуют в правильном направлении, но задач у них по-прежнему очень много. Уровень взаимоотношений Абхазии и России в 2023 году каким был, и что вы думаете, каким образом Россия, например, к примеру, в контексте того, что вы сейчас сказали, может повлиять на то, чтобы как-то выстроить работу в этом грузинском направлении? Мне кажется, что уровень отношений вышел на те параметры, которые нам сейчас очень нужны. Это уровень деполитизированный, но предельно ориентированный на конкретную практическую работу по отдельным взаимовыгодным направлениям. Здесь мы видим и диалоги, связанные с регулированием транспортной сферы и с регулированием режима трансграничного и с точечным оказанием поддержки в тех вопросах, в которых Абхазия особо нуждается. И здесь Россия сохранила поддержку, несмотря на то, что все сейчас ресурсы основные направлены на проведение специальной военной операции.
Мне кажется, что вот именно такой уровень партнерского взаимодействия нужно поддерживать, при этом постоянно показывать, что мы готовы предлагать и свое, а не только надеяться на чью-то помощь. Что касается Грузии, мы сейчас видим то, что Грузия постепенно движется к реалистичности в своем политическом курсе. Понятно, что ситуация там может меняться, она там нестабильная, но пока последние примерно 1,5 года показывают, что реалполитик там начинает брать свои новые высоты, это значит, что в перспективе все равно будут нормализовываться отношения Российской Федерации с Грузией. Российская Федерация не готова поступаться абхазским суверенитетом, поэтому она будет готова к тому, чтобы встраивать Абхазию сначала в систему своих взаимоотношений с Грузией, а в конечном счете это выход на устраивающее обе стороны урегулирование. Опять же, оно будет не завтра, но эта работа, она постепенно, шаг за шагом будет идти. Ну, то, что касается 2023 года, на мой взгляд, год сложился для Абхазии достаточно удачно, с учетом очень сложной внешней конъюнктуры. Наметились векторы для дальнейшего развития. Сейчас важна дальнейшая консолидация общества на пути, прежде всего, экономического развития. То есть наш экономический рост – это и залог нашей независимости, и залог нашей обороноспособности, и залог политического уважения к нам со стороны наших партнеров. Спасибо вам большое за интервью. С Новым годом, с 2024-м. Спасибо, удачи спасибо. И всех благ. Я напомню, Спасибо, и вам всего наилучшего. Спасибо. Я напомню, что о политических итогах 2023 года мы говорили с политологом Николаем Трапш.